Начало частичной мобилизации в стране ознаменовалось массовым беспокойством. Сеть разрывалась от новостей о проводимых мероприятиях и информации о призыве. Большая часть из них на поверку оказалась фейком. Тут же развернулась мощная кампания в поддержку семей мобилизованных и самих военнослужащих. В Якутии данные меры позволили объединить граждан вокруг главы республики Айсена Николаева и президента Владимира Путина. Но самое главное – не оставить семьи с проблемами наедине. Так, одни из первых эстафету помощи приняли волонтеры штаба по тушению пожаров и Общественная палата республики. В кратчайшие сроки ими был организован пункт сбора дополнительного обмундирования мобилизованных граждан. Сегодня привезли мы 118 спальных мешков. Мы раньше сдали 500 с лишним, около 600. И вообще должны 1000 изготовить. Где-то осталось около 200 только. Специалисты Сахастата мы работаем каждый день с начала октября. И в день по 2 раза, по 2 человека мы дежурим. Получается с 10 до 12 и с 17 до 19 часов. Вклад волонтеров в поддержку мобилизованных и их семей не переоценить. Как и всегда, добровольцы вложились по полной, достигнув на этот раз совсем другого уровня. За невозможностью закупить большое количество необходимых вещей для обмундирования, волонтеры научились их шить. Так, на базе технопарка был открыт цех по пошиву обмундирования. Непосредственно оттуда военнослужащих снабжают подсумками, чехлами для аптечки, рюкзаками, спальными мешками и одеждой. Меня зовут Мария. Я работаю со вчерашнего дня. Здесь помогаю закройкой. Я работаю в детской библиотеке, в нашей национальной библиотеке. У нас просили, что кто хочет участвовать, вот есть такое вот волонтерское движение. Мы согласились. Именно вот этот материал, флис, и мы задумались, что можно шить с этого для наших мальчишек, бойцов. Ага. И все-таки решили шить вот такие толстовки, они нужнее. И позавчера скроили, до сих пор идет крой у нас. И наши женщины уже начинают шить, уже первые толстовки уже пошли. Но думаю, что в день у нас в среднем будет где-то около 10 толстовок. При этом расходный материал также приносят неравнодушные граждане. К помощи подключились и предприниматели. В день, когда объявили о частичной мобилизации, представители Якутского котлового завода решили создать специальную печь, которая хорошо бы функционировала в полевых условиях. Ранее мы создавали такой печки уже для оленеводов, для мобильных юрт. Они прошли испытания уже на севере, то есть в тундре, да, отзывы хорошие были. И почему бы и нет создать такие же печки для палаток. Изменили немножко конструкцию, дали название АСПБ. И вот уже неделю тестируем такие печки. В месяц изготовители обещают выпускать порядка 330 таких печей и отправлять их военнослужащим из Якутии. Мы создали 2 печки, АСПБ-57 и АСПБ-87. Одни отличаются размерами, весом и длительностью горения. АСПБ-57 горит на одной закладке 1,5 часа дровами, а АСПБ-87 уже горит более 2 часов. Имеет топочную секцию, зольник. Регулирование воздуха производится через заслонку. Когда уже в палатке температура нагреется, его можно поставить уже на минимальную, чтобы он медленно горел и тлел. Таким образом горение достигает до 2 часов. Немного другой вид приобретает помощь семьям мобилизованных в районах. В сельской местности остаться, пусть и ненадолго, без мужчин, в большинстве случаев значит поставить на паузу все хозяйственные дела. А ведь не за горами суровая зима. Здесь к помощи подключаются даже соседи. От колки дров до заготовки сена. Так 2 предпринимателей горного района помогли односельчанам продуктами. После того, как муж уехал, мы чувствовали себя осиротевшими. Думали, что никто нам не поможет, мы сами за себя будем волноваться. Оказывается, не так. Нам даже наши предприниматели помогают продуктовыми наборами, и администрация наследия тоже постоянно помогает, психологически помощь делают.
И волонтерскими работами помогают. Между тем, в минувшей неделе в столице региона состоялся круглый стол Илтумен о мерах поддержки мобилизованных граждан, их семей и добровольцев. В ходе совещания участники рассмотрели более 10 предложений, которые в будущем на повестке будут обсуждаться уже на пленарном заседании Госсобрания. О том, насколько эффективными оказались принимаемые меры, рассказал и один из депутатов республики Мичил Николаев. Так же, как и сограждане, он был мобилизован и на данный момент проходит подготовку. С Хабаровского края, с Приморского края нам подходят и говорят: мы бы хотели бы стать жителями Якутии, и нам жаль, что мы не из Якутии. Почему? Потому что это результат большой работы, хочу отметить. И вот они реально подходят и говорят: а как вас поддерживают? Почему вам все дают, вас поддерживают постоянно на связи и так далее. То есть они обращают на это внимание. Хочу отметить, что это результат большой, огромной работы и правительства, и руководства республики, и нашего парламента. И в целом народные депутаты и все участники круглого стола остались удовлетворены теми мерами, которые принимает глава Республики Саха-Якутия, органы исполнительной власти республики, муниципалитеты по оказанию комплекса мер социальной поддержки для семей мобилизованных. Работать четко и быстро, отвечая всем запросам, сегодня помогают специалисты регионального колл-центра 112. Слушаем вас. Горячая линия. Журналистка по призванию, но волонтер в душе. Чтобы узнать и прочувствовать все изнутри, Альбина Данилова согласилась стать добровольцем и оператором колл-центра. Работает она уже не первый день, и за это время приняла десятки звонков. Мне интересно и настроение людей, и звонки с той болью, с которой к нам обращаются. В основном это женщины, конечно, обращаются с разных улусов, и хангаласский, сунтарский, это то, что я принимала. В целом интересно это явление. Понимаете, общение с людьми, с населением в такой трудный момент. Нагрузка на операторов горячей линии в разы уменьшилась по сравнению с предыдущими неделями, так как в районах организованы волонтерские штабы, которые уже непосредственно напрямую работают с населением. Конечно же, в первые дни звонков было больше, то есть семьи нуждались в поддержке от волонтеров, то есть в виде доставки продуктов питания, в виде помощи в быту, в дворовых работах. Специалисты принимают звонки с понедельника по пятницу с 9 до 6 вечера без перерыва. По этой линии принимаются только заявки на волонтерскую помощь семьям мобилизованных граждан. Чтобы дозвониться, необходимо позвонить по номеру 112 и нажать 6-ю кнопку. Неожиданно, но вдруг реалии продиктовали необходимость в пересмотре работы и сотрудников ЗАГСа Республики. Теперь регистрировать браки мобилизованные якутяне могут в день подачи заявления. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий, что один из будущих супругов подлежит призыву в рамках мобилизации. По заявкам сотрудники ЗАГСа работают и в нерабочее время, а также за пределами учреждений в сборочном пункте мобилизованных в поселке Кангаласы. По всей республике, на сегодняшний день это 421 брак зарегистрирован на основании мобилизации. А по городу Якутску из этой цифры это уже 195 на сегодняшний день. По заявлению граждан мы не имеем права отказывать, и, соответственно, дежурный сотрудник, он подходит в отдел, и регистрирует браки в этом ускоренном порядке. Еще одна из мер поддержки мобилизованных – организация бесплатного питания детей в школах. А в качестве предоставляемого питания лично убедился зампред правительства республики Сергей Местников. Так чиновник посетил одну из школ Якутска. Школа достаточно возрастная, в 1949 году, но несмотря на такой солидный возраст, в достаточно хорошем состоянии, благодаря именно руководству этой школы, благодаря коллективу, который очень любит и ценит эту школу, школа достаточно светлая, чистая и ухоженная. Работа по мониторингу организации бесплатного питания будет продолжена, добавил Местников. Для того, чтобы обеспечить качество проводимых мероприятий, главам муниципальных районов были даны соответствующие поручения. Между тем, в одном только Якутске насчитываются порядка 52 тысяч школьников. Из них половина пользуется льготными услугами, в том числе и дети военнослужащих. Мы уже вторую неделю питаем детей бесплатно, детей из семей участников спецоперации. И
Мы благодарны тому, что вышел указ главы республики, где льготное питание составляет 80 рублей, и теперь дети получают горячее питание бесплатно. Мы сейчас планируем с поставщиками питания вести вот такой обмен информацией. Рекомендовано обратить внимание на то, чтобы блюда подавались эстетично, с посудой, такой вот, скажем, в которой приятно питаться. Обеспечение благополучия родных и близких мобилизованных не только важный социальный вопрос, но и залог успеха самих военнослужащих. В этом признаются и сами якутские бойцы. Некоторые из них выступили практически добровольно, оставив при этом на родине семьи. Зов сердца, долг. То есть никто не косил, пацаны в Казахстан, Грузию не бежали, нормально поступили, сделали свой выбор. У всех семьи, у меня 2 детей. Хочу выразить большую благодарность мэру нашего города Удачный, Артуру Владимировичу Приходько. То есть, вообще здраво подошел к ситуации, поддержали. Обещали поддерживать семьи. То есть, в этом плане мы не переживаем, тыл прикрыт, слава богу. Прибыл я вчера в ночь. Ничего, разместили нас нормально. Тепло, кормят. Как отреагировали ваши родные? Как может супруга отреагировать или дети? Конечно, поддержали. Некоторые были удивлены, конечно. Должно, наверное, население сплотиться вокруг этого всего, когда в стране тяжело.